Приветствую, друзья! В Украине продолжаются ожесточенные бои, и самые тяжелые из них идут возле Красного Лимана и поселка Дробышево, потому что там сейчас группировка натовских войск пытается окружить группировку союзных сил, которая находится в городе Красный Лиман. На данный момент группировка союзных сил в Красном Лимане находится в полукольце, и именно поэтому для полного окружения нужно натовским войскам взять поселок Дробышево, и за этот поселок сейчас идут самые ожесточенные бои. Ну а тем временем на Артемовском направлении там продолжают наступать союзные силы и захватывают близлежащие поселки вокруг города Артемовск. А вот на Запорожском направлении там силы Зеленского пытались ходить в очередную атаку, но тем не менее, мягко говоря, атака ничем хорошим не закончилась. На этой карте примерно видно, в каком направлении и в каком районе происходила атака. Но тем временем немецкая пресса начала придавать гласности тайны Полишинеля и рассказывать о том, что немецкая разведка все в режиме реального времени сливает вооруженным силам Зеленского на поле боя. Речь идет также о секретной информации касательно места расположения российских войск и наведения на эти российские войска различных американских систем вооружения. Именно поэтому нет никакого смысла жалеть Германию, и потому что сейчас экономика этой страны рушится, и предприятия немецкие должны переезжать куда-нибудь в более спокойные страны, там где не такие сумасшедшие ценники на энергоносители. Поэтому здесь все на самом-то деле закономерно. Мы видим, что по факту Германию используют как торпеду, и конечно эта торпеда сейчас по сути настроена против Российской Федерации и полностью контролируется западными странами. И если немецкий народ не может ничего сделать для того, чтобы исправить ситуацию внутри Германии и поставить у руля политиков, которые реально следят за интересами немецкого народа, то, как говорится сейчас, немецкий народ будет очень серьезно платить своими непосредственно деньгами и ресурсами за то, что сейчас происходит. Но тем временем западные разведки уже сообщили через свою прокладку в виде украинской разведки информацию о том, что Беларусь уже готовится принять около 20 тысяч российских военных. С учетом того, что вряд ли российские военные едут в Беларусь на отдых, можно допустить, что по факту, когда все-таки ударят морозы со стороны Белоруссии, также союзные силы пойдут в атаку. Интересные новости также приходят из Российской Федерации. Вот уже есть заявление о том, что концерн Калашникова начал выпускать оружие в 2022 году аж на 40% больше. И мы, скорее всего, будем наблюдать, что в 2023 году эта цифра тоже увеличится. Отсюда можно сделать вывод, что экономика Российской Федерации постепенно переходит на военные рельсы. И сейчас гособоронзаказ — это просто ключевая история, которая будет выполнена не на 100%, а на 200%. И если силы Зеленского напрямую зависят от поставок заграничного оружия, то мы видим, что Российская Федерация в первую очередь ориентируется именно на свое производство и на свой военно-промышленный комплекс. Но тем временем приходят интересные новости из Ватикана, потому что там уже наконец Папа Римский начал называть вещи своими именами и назвал происходящее в мире реально Третьей мировой войной. И тут, если немножко проанализировать деятельность католической церкви в Украине, то окажется по удивительной, конечно, случайности, что всю свою деятельность, благотворительную и все остальное, почему-то структуры католической церкви ведут на территории подконтрольной натовским странам, то есть на стороне Зеленского, а на стороне союзных сил почему-то католическая церковь и ее структур замечено абсолютно не было. С учетом таких бесхитростных фактов можно сделать логический вывод, что католическая церковь уже выбрала сторону, которая будет помогать, и на стороне которой участвовать. Но тем временем нагнетается истерия вокруг Российской Федерации. Вот уже власти Румынии также сделали заявление о том, что граждане Румынии должны по возможности срочно покинуть территорию Российской Федерации. С учетом таких действий мы видим, что западные страны готовятся опустить железный занавес в отношении Российской Федерации и, конечно, делают для этого сейчас все подготовительные мероприятия. Также можно предположить, что западные страны через свои разведки готовят различные диверсии на территории Российской Федерации с большим количеством жертв, и поэтому сейчас эвакуируют своих граждан с территории России. Но тем временем на границе Украины и Польши продолжает нарастать социальное напряжение, потому что там собрались студенты, которых не выпускают на учебу за границу и начинают устраивать митинги и так далее. Мы видим сейчас, что этих студентов начинают задерживать, избивать и так далее. Кому из студентов повезло, тех увезла скорая помощь, а кому не повезло, увезли сотрудники так называемой службы безопасности Зеленского в неизвестном направлении.
С учетом того, что по закону разрешено студентам, которые учатся за границей, выезжать с Украины, а их не выпускают, мы видим, что у Зеленского и у натовских стран категорическая и серьезная нехватка идет конкретно пушечного мяса. Именно поэтому мы видим, что выезд даже для студентов был заблокирован. Но тем временем в кабинете министров Зеленского идут серьезные государственные дела, потому что там все-таки наконец-то собрались и решили переименовать Южноукраинскую АЭС в Південно-Українську. И если вы думаете, что вот нужно для этих всех решений отбросить все государственные дела и кабинету министру целому заниматься всей вот этой вот, знаете, белибердой по переименованию с русского языка на украинский, то да, в Украине сейчас так, в Украине сейчас это принципиально важный вопрос. Как говорится, какая команда поступила из океана, такую и выполняют. Поэтому все вот эти, знаете, социальные выплаты, там какие-то медицинские вопросы, там вопросы там пенсионеров и так далее, все это третьестепенные вопросы для Кабмина. А вот первостепенные — это переименование Южноукраинской АЭС в Південно-Українську АЭС. Также хочу напомнить, что сейчас очень много видео приходит с линии фронта, которые здесь на YouTube я публиковать не могу, потому что тут есть масса ограничений. Поэтому все это публикую я у себя в телеграм-канале. Ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. Также сообщаю о том, что много клонов сейчас делается моего телеграм-канала Дмитрий Василец, поэтому я публикую, как выглядит мой телеграм-канал, чтобы вы точно подписались туда, куда надо. Но тем временем в Российской Федерации Песков уже заявил, что завтра будет подписан документ о принятии 4 территорий в состав Российской Федерации. По этому поводу уже мы видим реакцию Зеленского и прочих. И мы видим, знаете, различные срочные заседания СНБО, срочные созвоны с различными западными кураторами и так далее. И в конечном итоге я думаю, что завтра Зеленский выйдет на брифинг и выразит свою глубочайшую озабоченность очередную. Ведь правду, понятное дело, он не скажет, потому что объективно придется признаваться в том, что Зеленский дорулил страну до того, что по факту мы видим реально потерю территорий. Поэтому можно уже смело сделать вывод, что Зеленский — это реально продолжатель дела Порошенко. Если Порошенко начал уничтожать Украину, то Зеленский, собственно, может даже и закончить. Причем помимо того, что Зеленский гробит государство Украины, он решил еще и гробить в ускоренном темпе, конечно, тех солдат, которых насильно мобилизировали в вооруженные силы Зеленского. И вот сегодня появляется новость о том, что 2 миллиона пачек сигарет были переданы в вооруженные силы Зеленского. Видимо, для того, чтобы всю эту здоровенную массу никотина скурили те, кого мобилизировали. И вроде на каждой пачке сигарет написано здоровенными буквами «Курение убивает». И я так полагаю, что логика генштаба Зеленского, она заключается в том, что кто выживет после окопов, то тех добьют, видимо, вот никотином и прочими различными препаратами, которые, я уверен, сейчас очень в больших количествах завозятся с западных стран. Но тем временем за океаном уже отреагировали в отношении взрывов на Северном потоке 1 и 2. И Пентагон уже заявил, что он тут абсолютно ни при чем. То есть позиция «Рафик не виновник». Мало того, уже Белый дом заявляет о том, что Байден, когда говорил в феврале за уничтожение Северного потока, то он не то имел в виду. И вообще, собственно, зачем вы привязываетесь к словам, которые говорит дедушка, которому под 90 лет, который уже мало соображает, что же в реальности происходит в мире. И прямо параллельно с этим мы уже видим, что и в британской, и в американской прессе рассказывают, что это все-таки Россия потенциально могла уничтожить свой трубопровод. Правда, во всех этих гениальных статьях не рассказывают, почему России нужно было уничтожать тот газопровод, который Россия могла просто отключить, и чтобы он просто стоял нерабочий. Также мы видим, что со стороны НАТО делают заявление, что все-таки газопровод Северный поток-1 и 2 вывели из строя благодаря диверсии. Я думаю, что НАТО, Соединенными Штатами Америки и Британии можно даже учредить целую комиссию по расследованию своего преступления. И, конечно, не будут же они выходить на самих себя, назначат виновным. И я уверен на 200%, что, скорее всего, назначат виновным либо Россию, ну, либо еще какую-то страну, возможно, Китай. Но тем временем в западной прессе продолжают появляться шизофренические заголовки, что, оказывается, западные страны делают все возможное, чтобы отговорить Путина от использования ядерного оружия в Украине. Хотя по факту, если вот разобраться просто логически, то Путину вообще нет никакого смысла применять ядерное оружие в Украине, потому что в Украине там нету центров принятия решений. И если бить куда-то, то уже по Лондону, по Вашингтону. Поэтому если просто анализировать весь этот бред, который несет
несется сейчас с западной прессы, то тогда можно сделать вывод, что эта информационная атака нацелена на то, чтобы подготовить почву под реальное использование в Украине ядерного оружия, только не со стороны Российской Федерации, а со стороны западных стран. Вдруг откуда ни возьмись какие-то американские аналитики решили, что Путин имел в виду Украину, когда говорил о том, что он применит ядерное оружие и что с ним не надо шутить. И здесь, если просто проанализировать смысл всего этого дела, то это, конечно же, полный бред. И поэтому мы видим сейчас, что западные страны все-таки живут по заветам Геббельса. Чем более невероятная ложь, тем быстрее в нее поверят. Причем эту технику уже серьезно откатали на Украине, потому что там, как известно, такой аферист, как Притула, он очень много денег собрал с украинцев и там с других там граждан на спутник. И 600 миллионов гривен вбахал якобы на подписку и фотографии со спутника, которые якобы будут чем-то полезны вооруженным силам Зеленского в Украине. И что интересно, теперь мы видим, что афериста Притулу прикрывает не кто-нибудь, а сам министр обороны Украины Резников, потому что он уже опубликовал, что якобы с этого коммерческого спутника пришли хорошие фотографии, на которых видно чуть ли не вся российская армия. На основе таких заявлений Резникова можно сделать вывод, что Притула понял, что нужно как-то выкручиваться из этого скандала и решил поделиться баблом с Резниковым. И таким образом мы видим, что теперь у него есть крыша в Минобороне. Как говорится, деньги в Украине сейчас решают. В общем, вот такая вот космическая история. И непонятно теперь, куда девать все вот эти снимки, которые в режиме реального времени присылают американцы и британцы со своих сверхсекретных супердорогих спутников, если у Украины и у Резникова, целого министра обороны, есть фотографии с коммерческого спутника, который купили за 600 миллионов гривен. Друзья, на этом у меня сегодня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там можно гораздо больше вам информации предоставить объективно, нежели здесь на ютубе. Ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. До скорого!